Вот шалаш отшельника. Но почему-то нет знака. Был уговор, приедет, белую тряпку повесит. Он человек аккуратный. У нас еще есть время. Салам алейкум. А вот и он. Ага. Какой подарок мне приготовили. И долго же я ждал этого дня. Здравствуйте. Здравствуй, барс пустыни. Здравствуйте, Бахрамхан. Здравствуй. И что вы собираетесь с этим красавчиком делать? Ясно что. Побреем голову и отсечем. Это успеется. Давайте о главном поговорим. Я слушаю тебя, Бахрамхан. Перейдем границу у Девичьей горы. На сборы дано 2 дня. Не помешаете? Не беспокойся. Юрин ничего не предпримет, пока я ему не сообщу. А я не буду с этим торопиться. Благодарю. Твой грех тебе зачтется. Ты видишь, кто с нами? ГПУ. Заместитель начальника ГПУ. Предатель. Кого же я предал, друг мой? Этих людей? Разве таких людей можно предать? Ты лучше не горячись, а подумай как следует. И переходи на нашу сторону. Ты ведь сам видишь. Прочность советской власти. Была бы меня собака, и ее не пустил бы к вам. Ну. Я же тебя просил не горячиться, а подумать как следует. И написать Батыру письмо, что ты уходишь с баями. Этим ты спасешь себя и самого Батыра. Ведь я его арестовал. Врешь. Да. Родственничек твой арестован. К тому же, я ведь и тебя объявил предателем, Мирдан. Тебя теперь всюду разыскивают. Мерзавец. Ну что ж, в таком случае я буду считать до 10. И если не одумаешься, умрешь как предатель, и все проклянут твое имя. Раз. Нет, стойте! Не стреляйте! Не стреляйте, прошу вас, не надо. Вы его лучше мне отдайте. Я сам его убью. Я хочу отомстить за смерть моего брата Каракоча, которого убил Батыр. Бахрамхан, прошу вас, отдайте. Хорошо, пусть будет так. Ты имеешь на это право. Сколько вы сказали? Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Стойте! Стойте! Не надо! Не стреляйте! Я вас умоляю, пожалуйста! Не надо! Не надо! Не стреляйте! Мирдан, родной мой! Ну что же это? Наташа, не плачь. Не унижайся перед ними. Отойди в сторону, красавица! Отойди, не мешай! Уже 9! Не смейте этого делать! Умоляю вас!
9. Я умоляю вас, пожалуйста. 9, правильно? Ну не надо. Пожалуйста. 9. Что? Небо, горы, пастбище. Сердце мое кровью сочится от горя. Простите меня, чабана. Если б была моя воля, я никогда бы не покинул вас. И ты прости меня. Прости, родная земля. Да. Ничто в мире не может заменить Родину. Да что же вы нос повесили? Придем и увидим. Да может, на чужбине той нам и судьба улыбнется. В самом деле, а вдруг нам там повезет, и мы сможем наконец-то обзавестись семьей? Ну, конечно. Таких красавиц, как там, говорят, на всем свете не слышишь. Дети мои, красивее лани родного края нигде для сердца не найти вам. Ну-ка, взгляните на эту вершину. Если приглядеться внимательно, то можно увидеть облик прекрасной девушки. А ведь верно. Очень похоже. Когда-то, давным-давно, войско иноземного хана напало на родину наших вольнолюбивых предков. А воинов у хана было так много, больше, чем камней на этих горах. Больше, чем камней? А что ему было нужно? Он хотел, чтобы ему отдали самую красивую девушку. При этом сказал, что если ему не выдадут ее, он не пощадит никого, ни женщин, ни детей, и превратит в прах все живое. И джигиты сказали ему в ответ: мы готовы все до одного сложить головы, но честью своей не поступимся. Вот это джигиты, молодцы! Чтоб туркмены поступили своей честью. Да как хан мог подумать об этом? И тогда мужчины, все как один, сели на коней и ринулись в битву, и задрожала земля под копытами всадников, и окрасилась кровью все вокруг. 7 дней продолжалось сражение. И когда джигиты были уже готовы одержать победу и прогнать врага со своей земли, баи и ханы предали свой народ. Вот негодяи, а! Их надо было убить! Да, всех уничтожить! Почему их всех не Будь моя воля, я бы их как баранов! Так закончилась эта битва. 1000 храбрых джигитов в том бою сложили свои головы.
1000 джигитов. А иноземный хан повелел нокерам заковать в кандалы девушку и погнал ее на чужбину. Взгляните еще раз на эту гору, дети мои. По ту сторону чужая земля. И вот девушка поднялась на вершину горы, посмотрела на родную землю и сказала: лучше смерть, чем жизнь на чужбине. И бросилась вниз на острые камни. С той поры народ зовет эту гору Девичьей. Вы что расселись тут, а? Бездельники! Вставай! Вставай, Керим! Поднимайся! И ты тоже вставай! Гоните баранов! Видите, люди уже куда ушли! Ну! А ты что, не слышал приказа? Хватит мной командовать. Свою родину я не покину, Карабай. Что? Твоя родина там, где твой хозяин. У человека одна родина, и другой у него нет. Вставай! Вставай, старый пес! Уходи прочь, Карабай! Я проучу тебя! Не смей бить его! Ты заодно с ним! На! На! Получай! Вот тебе! Бунтовать вздумал! Ах ты, щенок! Поднимайся! Слышишь, гони отару! Если бы не Атаньязба, я тебя уже давно пристрелил бы! Встань! Водичку пьешь. Ты моя умница. Заждалась, наверное. А? Вот, молодец. Может, кушать хочешь, а? А? Сейчас. Ой, на, кушай. На. Не хочешь? Ну, как хочешь. Ты что? Ой. Застегнись. Люди увидят. Кто-то кричит. И я слышал. Вон, опять. Идем посмотрим. Там! Сейчас я развяжу тебе руки. Ну, подожди, сейчас. Вот так. Вот. Красавица моя. Вот. Ну, что ты? Ты с ума сошла? Разобьешь голову, это же дерево! Перестань, красавица моя! Перестань, нет, я тебе не дам разбить такую головку, перестань!
куда же ты? Ну что ты? Ну зачем ты так мучаешь себя? А? Ну зачем так себя мучить? Ну ничего. Ну ничего, ничего. Ну. Эй ты, убери свои руки. А ну отпусти девушку. Отпусти ее. Отпусти. Опять ты, собачий сын. Кирим, стреляй, чего ты смотришь? Не могу, боюсь попасть в девушку. И не стыдно прятаться за девушку? Трус! Отпусти ее! Мерзавец! Отпусти! А что с ним дальше делать? Баи узнают, нам с тобой не сдобровать. Керимджан, Керим, дорогой, я прошу, жалься. Ошибся я, ошибся. Керимджан, ты же добрый, жалься, отпусти меня. Век рабом твоим буду, Керим. Керимджан, жалься. Отведем его к большевикам. Юрину. Завтра утром. Пусть ответит за все. Да-да, верно. Салам, Байга где? У себя. В юрте? Хватит вам раздумывать, Баяга. Отбросьте все сомнения. Позади мосты сожжены. Салам алейкум. Извините, это не я, Сага. Я хотел бы с вами поговорить. Потом, сынок, потом поговорим. Татары уже на границе, а мы еще тут. Это не Язбай. Или послезавтра уходим на ту сторону, или... Алан! Эй, джигиты! А ну пошли! И ты! Пошли! Пошли! Зиба. Зиба. Это я, Керим. Здравствуй, Зиба. Нам надо поговорить вечером. Я буду ждать тебя у загона. Не понимаю тебя. Да я и сам не понимаю, как
Как я мог даже подумать о том, чтобы бросить свою родину и уйти в чужие края? Все это время, все эти дни и ночи я думал об этом, Зиба. И мне стало страшно. А я умру без тебя, Керим. Там мы будем вместе, Керим. Мы вместе там будем. Мы должны быть вместе здесь, на своей земле, Зиба. Давай останемся. О чем ты говоришь, милый? Ты же знаешь, отец не позволит мне остаться. А мы сами, ты и я. Пойми, на чужбине мы не будем счастливы. Нет, Керим, это невозможно. А потом говорят, что большевики и детей баев не пощадят. Зиба! Зиба! О большевиках тебе сказали неправду. Постой, ты думаешь, там твой отец согласится на свадьбу? Вот увидишь, Керим, он согласится. Ты поговори с ним как следует. Поговори. Почему так долго не давали о себе знать? Считал преждевременным переходить к решительным действиям. А сведения о том, что баи засыпают по пути колодцы? Этим они нас не запугают. Это не говорит ли о том, что они не собираются сюда возвращаться? Сергей Николаевич, баи не дервиш, у них тысячные отары. Куда они денутся? Следы банды, конечно, утеряны. Возможно. К сожалению, пришли поздно. Надо привлечь людей. Я уверен, чебаны нам что-нибудь подскажут. Я им не верю. Все они заодно с баями. Вон Мирдан и Батыр. За советскую власть руку поднимали, а на деле? Просто не могу в это поверить. Но Мирдан, ладно, его могли запугать, а Батыр... Не надо было его арестовывать. Сергей Николаевич, как-то не надо. Я никогда ему не доверял. Он вел себя как анархист. Колхозникам все время грубил. Вы зря таких поддерживаете, Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, басмача ведут. Успокойся. Успокойся. Смотри, смотри, кого ведут. Карабай. Вот зверюга. Эмирджан! Эмирджан! Спаси меня! Спаси меня, Эмирджан! Спаси меня! Ах ты, шакал! Своих стреляй! Что там? Бай-ага, отряды Юрина вышли из Песков и идут сюда. Керим сбежал. Керим? Не может быть. Это правда. Он к большевикам переметнулся. Да, заварил ты кашу, а то не Язбай. Дождались. Татары у границы, а мы тут. Да, это не Язбай. Как быть? Что теперь делать? А? Идти на поклон? Что молчите? Отвечайте, это не Язбай.
Послушаем Бахрамхана, что он скажет. Говори, что нам делать. Не надо отчаиваться. Неужели кто-нибудь из вас думал, что большевики проводят вас до границы? Да еще платочком помашут. Смотрите, сюда какие-то люди едут. Парламентеры. Что тебе нужно? От имени советской власти предлагаю вам сложить оружие и вернуться к мирным делам. Мы не хотим кровопролития. Если мы вернемся, вы оставите нам скот или нет? Это вопрос другой. Сейчас речь идет о вооруженном выступлении против советской власти. Нет, ты отвечай на вопрос. Оставите нам скот или нет? То, что награблено у народа, будет возвращено народу. Тогда убирайся. Мы так просто нажитые годами не отдадим. Одумайтесь. За границу вам не уйти. С вами женщины, дети. Не подвергайте опасности их жизни. Не усугубляйте своей вины. Если пострадают невинные, вы за это ответите. Почему власти противятся народной воле? Люди не признают вашу власть? Так вы хотите силой заставить? Вы не имеете права говорить от имени народа. Народ сейчас трудится, строит новую жизнь. Еще раз предлагаю вам сдать оружие. У вас нет другого выхода. Есть. Теперь они наконец поймут, что голыми руками нас не взять. Ты смел и решителен. Это мне нравится. Бог даст, благополучно переберемся туда. Я отблагодарю тебя. Спасибо, Баага, спасибо. Самая большая награда для меня — видеть вас и ваших людей в безопасности. Можете положиться на меня, Баага. Ну что, с какими вестями? Да неважные дела, отец. Баи вооружены хорошо. И похоже, что без боя они не сдадутся. То, что не сдадутся, это точно. Они даже стреляли в нас. Что, в парламентеров? Да. Вот негодяи. Что другого от них ожидать? Значит, без вооруженного столкновения нам не обойтись. А там женщины, дети, обманутые им бедняки. Аксакалы, что-то нужно придумать. Как по-твоему, Атага, может, Сатания с Баем самому поговорить? Пусть не проливает напрасно невинную кровь. Пусть одумается, пока не поздно. А? Если ты к нему один пойдешь, он тебе аркан накинет на шею и уведет на ту сторону. Вот если бы его самого сюда привести, тогда другое дело, с ним можно будет сговориться. Он не дурак, многое поймет.
правда. Сергей Николаевич, позвольте я поговорю с Сатаньязбаем. Разрешите мне поговорить с ним. А о чем тебе говорить с Сатаньязбаем? Ведь у тебя со старым покончено. Да, это верно. Но, понимаете, мне нужно с ним поговорить. Мне необходимо с ним поговорить. Сергей Николаевич, разрешите. Поторапливайся, жена, на рассвете уходим. Салам алейкум, Атаньяс ага. Алейкум ассалам. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Ты все свои вещи собрала, доченька? Я тебя спрашиваю, ты почему молчишь? Что-нибудь случилось, так скажи. Останемся здесь. Ну, зачем же плакать? Я понимаю тебя, мне и самому нелегко, но надо уходить. Собирай вещи. Зачем уходить на чужбину, папа? Не будет у нас там счастья. Доченька милая, ты моя единственная радость в жизни. Я все это делаю только ради твоего счастья, дитя мое. Это правда, что Керим ваш перешел на сторону большевиков? А почему тебя это беспокоит? Он вам ни о чем не говорил? Он батрак, и не подобает дочери Бая думать о нем. Салам алейкум, Атаньяс ага. Что скажешь? Зачем ты пришел? Большевики послали. Атаньяс ага. Мне надо поговорить с вами. Понимаете? Мне необходимо, надо поговорить с вами. Говори. Атаньяс ага. Мы с Зибой любим друг друга. Мне без нее и жизни нет. Не уходите за кордон. Останьтесь здесь. Проклятый щенок. Да как у тебя язык повернулся, такое мне сказать? Ах ты гад! А ну руки вверх! Нескули, что случилось? Что с тобой такое? На тебе лица нет. Где Атаньяс? Только что был тут. Где тут? Где он? Где? А может, возле загона? Там его нет. Тогда, наверное, у Бахрамхана. И там нет. Не пошел ли он к Аманбаю? Не был он у него. Тогда уж я прямо не знаю, где он. Действительно, куда он мог подеваться? Не провалился же он сквозь землю. Но ведь его нигде нет. Еще раз пойду его поищу. Поищи, дорогой Нияскули.
О, Аллах, как же так? Куда он исчез в такой момент? Ума не приложу. О, Аллах, принесу тебе в жертву лучшего барана, Всевышний. Убереги нас от плохого. Ай, только убереги. Ой. Зиба! Зиба! Ты не знаешь, где отец? Куда он ушел? Не знаю, мама. Ай, вот горе. Куда же он пропал? Столько дел, не знаю, за что и хвататься. Ой. Именем советской власти вы арестованы, Атаньяз-бай. Ты уже советская власть, сынок? Я ничего и не ждал хорошего от советской власти. Но, может, все-таки советская власть объяснит мне, за что я арестован? Идемте, сейчас вам все объяснят. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам, Атаньяз-бай. Не морай свои руки, Яшулай. Ведь перед вами стоит враг. Времена те уже прошли, когда твой покойный отец называл моего благодетелем. Царство им небесное. Я с ним по-человечески, а он... Садитесь, Атаньяз-бай. Что вы от меня хотите? Наша группа перекрыла все пути к границе. Вам ее никак не перейти. Поэтому нам не хотелось бы лишнего кровопролития. Что вы думаете по этому поводу? На все воля Аллаха. С вами дети, женщины, бедняки, которых вы обманули. Советую не перекладывать свои прегрешения на Аллаха. И предупреждаю, если произойдет кровопролитие, вы ответите по всем законам революционного времени. Но что вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы поняли безвыходность вашего положения и объяснили это своим людям. Я вам напоминаю, вы отвечаете за их жизнь. Поэтому вы должны убедить их сдать оружие и вернуться назад. Они не по моей воле восстали. Они поднялись ради свободы. Лавину, летящую с горы, остановить невозможно. Они поднялись ради свободы. Понятно. Свободы для баев. А мы боремся за свободу трудового народа. Гульхан. Что? Ну что, Нияз-Кули, нашли его? Нет, его нигде нет. Как нет? Наверное, его схватили большевики. Что? Что ты сказал? Его схватили большевики. Верно. О, Аллах! Горе мне! Зиба! Зиба! Аллах, какое несчастье! За что ты прогневался на нас? За что такая немилость? Почему ты
Здравствуй. Что за шум? Что случилось? Атанияс-бай пропал. У большевиков он. Так говорят. Да. Да вы что? Что теперь делать будем? Ой, Аллах, за что мы пробегали себе? Я думаю, Атанияс как-нибудь выкрутится. Утихомирьте, Гульхан, а то, упаси бог, паника начнется. И потом, как договорились, на рассвете мы уходим отсюда. Не печальтесь, прелестная Зиба. Я все сделаю, чтобы вызволить вашего отца. В народе говорят, Атанияс-бай, хорошо, если заблудший найдет верную дорогу. И как только ты можешь из-за каких-то там баранов покидать родную землю, рисковать жизнью своих ближних, одумайся, пока не поздно. Не бери грех на душу, не совершай зло своему народу. Действительно, это не яс. Давай все вернемся в аул. Сосватаем за Керима твою дочь. Ага. Устроим большой той. Вот. И заживем без драки, без вражды. Как ты считаешь? Как мне помнится, вы оба никогда не были женаты. Вот пусть ваша власть устроит для вас большой той, чтобы вы не сошли в могилу холостяками. А я погляжу со стороны на ваше торжество и порадуюсь. Пойдем отсюда, Ата. Керим. Что вам, Баяга? Наклонись ко мне, Керимджан. А может, прислушаться к тому, что старики мне советуют. Как прислушаться? Вернуться в аул, вам с Зибой устроить свадьбу на славу. Свадьбу? А разве вы на ту сторону ходить уже раздумали, Баяга? Да, Керимджан. Старики правы, сынок. Так я пойду скажу Сергею Николаевичу. Нет. Не ходи, вряд ли они мне поверят сейчас. Пойдем со мной в аул, сынок. Объясним людям все, и тогда уж вернемся сюда. Но прежде развяжи мне руки. Я вижу, не доверяешь ты мне. А я тебя не обманывал никогда, и ты это знаешь. Развяжи.
Хорошо, хорошо. Стойте! Стойте! Посыльный скачет! Отары все границу перешли благополучно. Эй, Бахрам-хан, о чем шепчетесь? И не стыдно вам в такой момент? Говорите вслух, пусть все слышат. Стойте! Спокойно, спокойно. Я ничего не скрываю от вас. Просто мне сообщили, что большевики нас обложили со всех сторон. Не падайте духом, люди. Ведь вы же великие вожди великого народа. Поэтому нисколько не сомневаюсь, что сумеете сами преодолеть все трудности. Эй! Ты куда? Бахрам-хан! Стой! Вы что нас оставляете? Бахрам-хан! Куда вы? Стойте! Не покидайте нас! Не удирайте! Стойте! Тихо! Я вас не оставляю, друзья. Просто мое дальнейшее присутствие среди вас не имеет никакого смысла. Вам остался только один переход. Преодолеете эту гору и достигнете своей желанной свободы. Нагоните свои отары, свое богатство. А я поскочу вперед, с вашего позволения, чтобы сторожить ваше богатство. И, наконец, устрою вам для великих вождей великого народа торжественную встречу. Аллах с вами! Прощайте! Стой, Бахрам-хан! Стой! Будь ты проклят, поганый пес! Люди, он нас бросил. Слышите? Он обманул нас. Он, видите ли, будет сторожить наше богатство. Шакал. Люди, он нас ограбил, мы с вами стали нищими. Если действительно большевики окружили нас, как мы эти горы сможем перейти? Надень халат. Чего? Холодно ведь. О чем ты говоришь? А то не яс идет! Люди, мы спасены! Счастье вернулось к нам! Мой брат идет!
Брат мой, брат. Князь, с возвращением тебя. Нас всех ограбили. Этот негодяй Бахрам-хан обманул нас и удрал. Мы стоим и не знаем, что нам делать. Это не я. Люди, тихо успокойтесь. Я заранее знал, что так получится. А мы ему верили. И как барана за ним. Змею пригрели на своей груди. Салам алейкум. Ты была права, Зиба. Он все понял. Обещал вернуть всех людей в аул. А когда мы вернемся в аул, он сказал, что мы будем вместе. Люди, я понял одно. Чтобы вернуть наши богатства, мы должны во что бы то ни стало пробиться сквозь заслон большевиков и уйти на ту сторону. Кто из вас хочет жить, как прежде жили, а не покориться уготованной участи, должны сражаться с оружием в руках. Иного выхода у нас сейчас нет. Вернем свои богатства и честь. Не пощадим большевиков! Не пощадим большевиков! Не оскули! Возьми джигитов, идите и устройте заслон из огня. Надо задержать погоню красных. Что вы делаете? Люди! Вы же сказали, что поняли свою ошибку. Это не Асага. Это не Асага. Вы обещали вернуть людей в аул. Сабар, поди сюда. Отойди. Что вы делаете? Это не Асага. Люди! Да замолчи. Он обманывает вас. Он говорит неправду, честное слово. Люди, поверьте, большевики не хотят кровопролития. Люди, он же обманывает вас, люди. Вы поймите, люди, поймите, это не Асага обманывает вас, люди. Остановитесь же, люди. Остановитесь, что вы делаете? Эй, жгите все! Поторапливайтесь! Да не оскури! Поджигай! Вы что, с ума сошли? Остановитесь! Что вы делаете? Не смейте! Иди! Не смейте! Прекратите жечь! Убирай! Прекратите жечь! Не смейте! Пошел пороть! Куда? Держите ее! Позорил у нас всех! Люди, не надо, остановитесь, не смейте жечь! Ветер разнесет огонь, и тогда пастбища сгорят! Люди, остановитесь! Люди! Что вы делаете? Не смейте! Не смейте жечь! Не оскули! Останови людей! Стой! Дай-ка. Зиба. Тут недалеко отряд Юрина. Надо им передать, чтобы обманул людей. Он жжет землю, родную землю. Зиба. Я тебя не оставлю. Нет. Бесстыжая. Беги, Зиба. Скорее, прошу тебя. Подумай об отце. Уйди. Зиба, ты чего?
Возьмите ее! единственная моя радость в жизни. Брат мой, большевики идут. Надо бежать. Опомнись. Сгинь. Женщинам и детям оказать необходимую помощь. Остальных
Арестовать. Есть. Кто это? Это? Небесная девочка. У нас ее так называют. Возьмите людей и помогите. Есть. Здравствуй, Хакач. С возвращением. Спасибо. А ты разве с ними не ушла? Зачем? Что я там потеряла? У тебя все хорошо. Все благополучно. А как же иначе? Меня даже в партию большевиков приняли. Что же устали? Угощайся, Батыр. Садись, ты, наверное, устал. Ты знаешь, я ходила на могилу твоей матери. Спасибо. Вот кибиток в ауле мало осталось. Угу. Негде людям жить. Наша победа! Наша победа! Ничего, Халтач. Мы новые кибитки поставим. Новый аул построим. Наша победа! Наша Thank you.